bir xo'jabikaning o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut sava. Добрый день, уважаемые телезрители! Исянмесез дуслар! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». С вами я, Руслан Шарафудинов, и сегодня у меня в гостях популярный татарский певец с прекрасным именем, как у меня, Руслан Керимудинов. Салям, Руслан! Салям, Руслан! Сегодня на кухне сразу два Руслана, значит, будет вкусно и весело. Руслан Керимудинов – популярный татарский певец. Родился в городе Набережные Челны. Закончил отделение народного пения Казанского музыкального училища имени Аухадеева. В настоящее время учится в Набережно-Челнинском филиале Московского государственного университета культуры и искусств. В 2010 году певец занял первое место в номинации «Сольный вокал» на международном телевизионном конкурсе молодых исполнителей «Татармана». А в 2014 году Руслан Керимудинов с песней «Бәғрін таш булса» стал лауреатом 15-го фестиваля исполнителей татарской эстрадной песни «Татар жыры» в номинации «Открытие года». Вау, какой у тебя головной убор! Да, вот, Руслан, Новый год прошел, вот все-таки в феврале у нас по восточному календарю. Опять Новый год? Да, я тебе вот хочу подарить. А, это мне? Шапку, да, это тебе подарок. Вау. Вот еще этот... Ну, размером, конечно, ты угадал. Давай сделаем вот так вот. Опа. Да, так лучше. Тебе будет, да. Еще вот свечку маленькую, вот, где белка и гриб такой красивый. Руслан Керимудинов, популярный татарский певец, наконец-то пришел без своего диска, подарил нормальный подарок. Спасибо, спасибо. Ну что ж, а сейчас мы будем готовить. Руслан, так как ты популярный артист, ну, по крайней мере, версии твоих родителей и друзей самый популярный. Я понимаю, что ты всегда в гастроли. Вот сегодня после программы поедешь на концерт. Я предлагаю тебе попробовать приготовить вместе со мной замечательное блюдо. Это блюдо готовится очень быстро, и оно очень красивое. Блюдо называется ялкау бәлеше балык белян. Ленивый бәлеш с рыбой. Согласен? Да, согласен. Запишешь рецепт, всем артистам потом будешь говорить. Все. Вот Руслан Шарафудинов научил. Ялкау бәлеш. Бәлеш в татарской кухне – это большой печеный пирог из пресного теста с разнообразной начинкой. В основном начинка бәлеша состоит из кусочков жирного мяса, говядины, гусятины, мяса утки, гусиных потрохов, смешанных с полусырым пшеном, рисом или с нарезанным кубиками сырым картофелем. Все это сдабривается луком и перцем. Современные же хозяйки, по причине сокращения времени приготовления и для упрощения процесса, придумали свою интерпретацию этого старинного татарского блюда. Это так называемый ленивый бәлеш. Ленивый пирог готовится быстро, а набор продуктов остается тот же самый, что и у настоящего татарского бәлеша. Итак, для этого нам потребуется рыба. Так как блюдо готовится быстро, артисты что могут купить? Пару консерв с собой, да, на гастроли? Да, конечно. Вот рыба. Как ты думаешь, какой сорт? Скумбрия стандартная у нас рыбка. Так, нам понадобится майонез. Здесь мы сразу поставили отвариваться рис. Вот. Ну и, конечно же, куда мы без лука? Ну да. Поможешь? Помогу. Начинаем готовить ялкау бәлеше вместе с Русланом Керимудиновым. Киттык, бери лук. Режем его мелко. Сейчас я проверю. Так же ты хорошо готовишь, как поешь. Руслан, бываешь на кухне? Скажи-ка мне. Ну, бывает иногда. Когда кушать заходишь или готовить все-таки? Когда один дома остаюсь, охота, конечно, кушать. Когда дома никого нету, например. Вот, приходится готовить. Чем питается, вот у нас телезрители, твои поклонники смотрят, чем питается Руслан, скажи нам? Ну, чем я питаюсь? Я много чего люблю. А ты не стесняйся, не обязательно татарскую, может, ты японскую кухню любишь, открой секретно. Японскую кухню, честно сказать, что я не люблю, вот, а именно люблю мясо, вот восточные вот такие вот всякие шашлыки там, из мяса, вот, которое все сделано. Ну, я так скажу, что лук-то режет Руслан достаточно эффективно, молодец. Давай еще один маленький. Так. Ну, блюдо, вот, подожди, ты в каком районе у нас родился? Так, я родился в городе Набережные Челны. Набережные Челны, это же столица нашей машинной индустрии. КамАЗа. КамАЗа. Что готовили тебе в Челнах родители? Ну, много чего готовили. Ну, вот, когда вот был маленьким, любил я очень сильно курицу в духовке с картошкой по-деревенски.
крупными Кусочками. да, в масле там. Майонез. Чеснок. Ну, по тебе видно, что ты хорошо питался-то, так же, как и по мне. Все Русланы любят вкусно покушать. Да. Вот что заметил, да, все Русланы любят хорошо покушать. Ну, я представляю, Руслан на кухне все покушали, таок, баранга, и потом, наверное, ты вставал за столом или рядом и начинал петь. Как у тебя появилась любовь к вокалу? Любовь к вокалу у меня проявилась уже в детстве, когда мне было 3 года. В 3 года ты уже? Да, 3 года, когда мне было, мама рассказывает по телевизору, короче, когда вот пели, артисты там, ты, говорит, к телевизору подходил, пел, танцевал, говорит, сильно вот. И потом, когда уже чуть-чуть вырос... 4 года выпустил свой первый диск? Нет, это потом в садик пошел, там в садике уже... Воспитатели вот все заметили, что у меня есть талант, и родителям сказали, давайте развивать. По музыкальному там отдали мне чуть на баяне там. Уже в садике на баяне? Ну, чуть-чуть, потому что там на конкурсы водили, потом потихоньку. Потом как-то я перестал петь, когда в школу... Перестал петь? Да. И такое тоже было? Да. Ну, мама, короче, очень против была. Типа, не надо петь, давай какую-нибудь техническую профессию. Типа. КамАЗы кто будет делать, Улан? КамАЗы, да. Давай, забудем про КамАЗы и сейчас для наших зрителей споем. Ну, какая вот любимая песня у тебя есть? Ну, вот любимая песня, которую я на концерте вот под баян пою, у меня сейчас и баянист Шафакат Цариков, который вот в 90-х годах у Салавата Фатхудинова играл. Песня Ферзара Муртазина «Куайдасың син, куайда». Поет Руслан Кермудинов. Куайдасың син, куайда, сөйлемекен ойға, сіріміні ұқсынған шоғында. Ой мені оңаламас, сірдәшімі бұл алмас, оның бүті йолыдызы янында бәғірім. Ой мені оңаламас, сірдәшімі бұл алмас, оның бүті йолыдызы янында. Вот, находясь практически в нескольких сантиметрах, сразу видно, вот голос есть. Молодец. Так, давай мы сейчас лучок, я сейчас половиночку у тебя возьму. Мы его сейчас будем на масле обжаривать. Я попрошу тебя вот нашу рыбу из консервы. Ее, пожалуйста, вот вилочкой немножко размельчи. А я буду делать самое интересное – тесто. Делал хоть раз в жизни тесто сам? Ну, вряд ли, наверное. Нет, делал. Делал тесто даже? Талант, во всем талант, молодец. Так, для теста нам понадобится, ну, грамм 300 майонеза, 4 яйца, 2 стакана муки, соль, сахар, хорошее настроение. Руслан, давай поговорим вот про твои уже серьезные достижения. После садика, после школы, ты, кстати, получил вообще профессиональное музыкальное образование? Да, я отучился у нас в Казани, вот, имени Аухадеева, в музыкальном училище. Учился тоже татарское народное отделение у меня было. Хорошо закончили, у меня и жена там училась. Ты с женой там и познакомился? Да, там познакомились мы с ней. Получается, у тебя и жена творческий человек, тоже поет? Да. Вы вместе гастролируете или как? Или она все-таки дома? Нет, ну сейчас у нас сейчас маленький ребенок. Поздравляем. Вот, год сейчас исполнился, зовут его Камиль. Пока в данный момент дома с ребенком. Руслан, расскажи мне, пожалуйста, вот о своих первых преподавателях. Преподаватель у меня в училище была Ермохина Раида Игламовна, очень хорошая, вот именно очень по вокалу, она мне очень вот, сильно очень дала. Вот, академические школы, вот, это, которые проходятся и в училище, и в консерватории, это для каждого, например, певца, это нужно, потому что как голос ставить, как дыхание ставить, это все очень профессионально, и мне грамотно очень объяснили, и вот я понял, как все это делать. Ты можешь камеру сейчас им сказать большое спасибо. Большое спасибо вам за то, что научили меня, поставили мой голос. Спасибо. Поставили голос в нужное русло. Да. Руслан, расскажи, пожалуйста, я знаю, что ты еще тесно работал с Салаватом Фатхудиновым. Нет, тесно не работал, я вот... Просто созвонились? У меня в 2010 году был такой вот именно в жизни, да, такой большой конкурс за Татармана в 2010 году проводился. Самый популярный конкурс, можно сказать, татарской песни среди молодежи. Первый раз в жизни, вот у меня первый конкурс, и вот я прошел туда на первое место и взял первое место в своем возрасте уж.
То есть ты выиграл конкурс Татармана? Татармана в 2010 году. Здесь поаплодировать надо, действительно, конкурс очень серьезный, он международный, ведь там состав участников-то очень солидный. Ну и, конечно, сразу появляется вопрос, с какой песней ты выиграл конкурс Татармана? Песню мы выбирали очень долго, но потом пришли к такому хорошему выбору. Песню мы выбрал я «Иске Кора Урман», песню, которую исполнял Ильхам Шакиров. Без музыки, без ничего, чисто акапельно пел, да. У тебя уникальный шанс, сегодня у нас нет ни музыки, ни баяна, а есть шанс акапельно спеть. Ну хотя бы кусочек, пожалуйста, Руслан. Şağıda kuşlar soyragan şağıda. Итак, Руслан, практически все слои нашего пирога готовы. Рис мы уже отварили, он готов. Так, лук у нас здесь тоже подходит к своему логическому завершению. Есть тесто, измельчили мы рыбку и начнем собирать ленивый бәлеш. Балак бәлен. Руслан, начинается самый красивый процесс приготовления нашего беляша. Итак, первый слой у нас будет буквально чуть-чуть подсолнечного масла. Ты сейчас следишь, записываешь рецепт. Чуть-чуть буквально смазу. Надо готовить. Да, потом же артистам тебе это все готовить. Так, первым слоем будет рис. Так, мы его аккуратненько. Смотри, запоминай. Руслан, и пока все это я делаю красиво, ты смотришь, запоминаешь, скажи мне, пожалуйста, можно ли вот, например, уже в продаже купить или вообще, есть ли у тебя первый сольный диск? Был уже? Вот скоро, на днях, Аллах должны уже выпустить. А, то есть у тебя еще до этого не было сольного диска? Пока еще это не было сольного диска. Как называется диск? «Көңілдегі жырлар» будет называться. Песни души, можно перевести? Да. Кто написал, вот в основном, с кем работал, с каким композитором, автором? Работаем уж и, как я сам из Набережных Челнов, из Челнах композиторы, и Гизар Буртазин, Вали Ахмад Шахи, и Фирзар Абайдың жырларында башкарабыз, и Альфред Якшинбетов. Ну, много композиторов у нас очень много, и популярных, хороших песен там будет достаточно. Так, второй слой у нас идет лук. А ты сам пишешь вообще песни, нет, или музыку? У меня очень редко это выходит. Редко получается. Как по-татарски сказать, Ильхам келгендегі болып кетешін. Вот у меня песня, вот самый известный клип на эту песню есть, «Бәғірін таш бұза» называется. 23 ел ішінде 2 жарым бар yazған. То есть за 23 года 2 песни придумал? Да, 2 песни. И оба хиты? Одна именно про снег, про любовь, вторая тоже про любовь. Ну, слушай, дружище, все песни татарские про любовь, ну что ты? Так, третий слой у нас идет рыба. Да, рыба. Давай, кстати, ты помогай, разровняй немножечко, конечно. А то сирисинг, болтаешь. Потом, если вкусно будет, скажешь, что вместе ведь готовили. Так. Как тебе процесс-то? Очень красиво, но я надеюсь, Аллах берсе. Будет и вкусно? Да. Так. Ну и последний слой. Кстати, тебе какое-нибудь еще блюдо напоминает, вот наш бәлеш? Очень сильно напоминает на пиццу. Пиццу? Да. Но что-то в этом есть. Все, наверное, достаточно. Так, ну, это тихонечко. Ты знаешь, вот это наше жидкое тесто, оно должно проникнуть внутрь. Внутрь. По-татарски начал разговаривать. Внутрь. Но, мне кажется, достаточно. Ну, без смеля отправляем наш бәлеш в духовочку на 20-25 минут, пусть будет так. При температуре 180 градусов. Мы продолжим совсем скоро. Ялкау бәлеш балык белән, ленивый бәлеш с рыбой. Отварили рис, лук мелко нашинковали и обжарили на растительном масле. Скумбрию размяли вилкой. Из яиц, майонеза и муки замесили тесто, по консистенции напоминающее густую сметану.
В форму для запекания слоями выложили рис, поджаренный лук и рыбу. Залили все тестом и отправили в духовку на 25-30 минут. Уважаемые телезрители, мы продолжаем. И у нас сегодня в студии сразу два Руслана. Популярный татарский вокалист Руслан Керимуддинов и ваш покорный слуга Руслан Шарафуддинов. Руслан, наше блюдо номер 1 уже готовится. И я знаю, что ты хочешь мне что-то сказать. Вот я хочу приготовить свое любимое блюдо – кастовый бурай-белян. То есть теперь ты меня будешь учить готовить? Я буду учить. С удовольствием начинаем готовить кастовый бурай-белян. Причем, я смотрю, лепешки у тебя уже готовы. Да, готовы лепешки вот. Из пресного теста. Так, Ну, для начала берем лук. опять лук. Без лука нельзя. Без лука не бывает татарской кухни. Так, начинка, я так понимаю, у нас будет вот эта полба. Да. И лук мы туда будем добавлять. Туда добавляем, да, и потом перемешаем. Сколько мы не готовили полбу в нашей программе, всегда получались очень вкусные блюда. Кстати, Руслан, ведь совсем недавно ты участвовал в финале международного фестиваля Татар-Жира с песней, напомни-ка, «Бәғрим». Бәғрим таш булса. «Бәғрим таш булса», мы тебя поздравляем. Который написал я сам, лично. Сам Да, написал? эту песню я сам написал. Мне кажется, вдвойне приятно участвовать в таком большом фестивале. Песня, когда я написал эту песню, когда в школе учился, на уроке написал в истории. На уроке истории На написал? уроке истории, да. Кто тебя так вдохновил, Наполеон или Ленин? Вот именно этот, как сказать, по-татарски скажу, тарих дәресендәгенә илһам кирәк. Вот, только на уроках истории приходит вдохновение, да? Ну что ж, представим, что мы на уроке истории, учитель что-то говорит, ты его не слушаешь, и тут в твоей голове появляется песня. Күзләрең кара, йөрәгем яна, бәгырең ташы булса, онытып кара. Күзләрең кара, йөрәгем яна, бәгырең ташы булса, онытып кара. Вот такая песня. Так, давай, пожалуйста, лук. Так, лук, да? Напоминаю, лук мы обжарим для того, чтобы потом смешать с полбой. Руслан, қара, менә бурай ботқасын бутадым. Хәзер инде менә сугам пешеп җитә. Давай. Так, добавляем лучок. Чуть-чуть. Да, кстати, когда вы обжарите лучок, подсолнечное масло можно добавить и сливочное, чуть-чуть. Вот. И жарить, я думаю, мы их будем все-таки на сливочном масле. Так. Руслан, пока все это мы делаем, поделись, пожалуйста, с нашими зрителями о своих гастролях, о своих планах. Чем живет Руслан Керимуддинов вот сейчас, в 2015 году? По районам ездим. Сейчас вот начали ездить по районам. Сольные концерты сейчас даем. Вот сейчас первый концерт Алла берса 25 февраля. Сольный писал первый концерт в городе Казани. Вау, Руслан Керимуддинов покоряет Казань, можно сказать. Руслан, меня сейчас шел бурай ботқасын. Так. Потихоньку сейчас чуть-чуть. Ну, в принципе, как обычно кастыбы готовим. Давай начинку выкладывай. Здесь я уже разогреваю сковородочку. Так. Что, кстати, интересного в твоей программе? Вот ты поешь, кто у тебя там, танцоры, баянист, что интересного есть? У нас все интересно. Молодец, вот это хороший человек. И ведущие, и баянист, тем более баянист Шафагат Салихов. Мы про него сегодня говорили уже. Вот. Кто ведет у тебя программу? Ильфат Аскаров у нас, который в Набережных Челнах, он актер театра, очень хороший ведущий, очень талантливый. Немножко можно так вот тогда разровнять. Так. А кто-нибудь поет, кроме тебя еще в программе? Эльмира. А, вот супруга, да? Да, супруга. Так. Процесс у нас пошел. Процесс пошел. Так, и на одну сковородочку, по крайней мере, на нашу, удачно помещается сразу 2 кастовых. Ну вот, еще одну на всякий случай. Так, ну здесь ты мне подготовь. Я знаю теперь, какое блюдо будешь ты готовить для своего коллектива «Вкусный ялкау бәлеше». А я дома попробую своих угостить по твоему рецепту. Так, сейчас мы все это дожарим и через пару мгновений будем пробовать сразу 2 блюда от 2 Русланов. Это ялкау бәлеше с рыбой и бурай-белян кастовый. Оставайтесь с нами. Кастыбый бурай-белян, кастыбый с полбой. Для начинки репчатый лук мелко нарезали и обжарили на растительном масле. В подсоленной воде отварили полбу и смешали с луком. Начинку выложили на готовые пресные лепешки и обжарили на сливочном масле.
Уважаемые телезрители, если вы не успели записать рецепт наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Итак, Руслан, прошу заметить, как мы быстро и красиво все приготовили. Твое блюдо костыбы бурай белен. Ароматно. Так, сначала его будем пробовать или как? Нет, сначала твою. Ялкау белеш, балык белен. Давай тарелку. Так, Руслан, чуть-чуть кусочек тебе. Ты же много не ешь. Попробуй, потом понравится ведь. Так. Так, и давай мою тарелочку. Если уж понравится совсем рецепт, я тебе смс беленчиберем. Отправлю по смс. Руслан, бисмилля итеп. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Елмаеп, с улыбкой и хорошим настроением пробуем ялкау беляше с рыбкой. Горячо, осторожней. Я даже сам не ожидал, что получится так вкусно. Очень вкусно. Очень нежно, вкусно, все пропиталось. Рецепт удался на славу. Надеюсь, многие артисты его повторят. Отлично. Ну а сейчас самый ответственный момент, что же приготовил Руслан Керимудинов. Костыбый бурай белен. Я знаю, а какие же они внутри. Давай попробуем. Ну, костыбыны кулбина наши татары же все едят руками. Давай берем. Ох, горячо. Вот этот вот кусочек. Так. Осторожно. Ах. Замечательно. Здесь, кстати, можно их кушать и с катыком, и с молоком. Ну, а мы с чаем. Костыбый, бек тәмле һәм файдалы. Очень вкусно получилось. Хочется скорее доесть это все. Руслан, теперь я знаю, что костыбы с полбой тоже имеют место быть. И, дорогие друзья, возьмите рецепт на заметку. Рахмет, молодец. В знак благодарности тебе от нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды я вручаю тебе совершенно новую ультрасовременную сковородку. Держи. Торговая марка Кукмара представляет новую посуду линии «Традиция светлая». Это толстостенная, яркая и очень качественная посуда. А новое стойкое антипригарное покрытие на водной основе поможет вашему блюду приготовиться по всем правилам. Руслан, еще раз тебе большое спасибо, Бигзор Ахмед, за то, что пришел к нам на программу. Мы очень рады были тебя сегодня и слышать, и видеть. Ну и накормил ты нас, что надо. Рахмет. Я тоже очень хочу сказать спасибо за то, что позвали такую передачу «Секрет татарской кухни». Я вас очень люблю. И большое спасибо вам всем. Ну и финал нашей сегодняшней кулинарии. Очередная песня от Руслана Керимудинова. А я говорю вам до следующей недели. Спасибо, что были с нами. Рахмет сізге, достар. Эх, гармуннар ойына ебілсем, мұңлы ки сузар едім. Мұңлы сызыларға мұңлар беріп, бәрі жырлап бұзар едім. Мұңлы сызыларға мұңлар беріп, бәрі жырлап бұзар едім.